В молдавских селах в наши дни практически не встретишь домов, покрытых камышовой крышей. Такие кровли можно увидеть лишь в туристических комплексах, владельцы которых стараются сохранить старинную простоту жилых построек. Современные посетители принимают этот изыск скорее за признак бедности. На самом деле данный материал, обладающий великолепными теплоизолирующими качествами, оказался там не случайно. Эта постройка датируется началом XIX века. Дом покрыт камышом, который сохраняет прохладу в летний зной, а в зимнюю стужу сберегает тепло. Ощущается разница температур внутри и снаружи дома. Если снаружи холодно, то в доме тепло, и наоборот. Если жарко снаружи, то внутри прохладно. На туристов этот дом производит огромное впечатление. Многим он очень нравится, в особенности натуральный камень, который выложен рядом с домом. Но больше всего они восхищаются камышом. Многие даже не слышали о подобных материалах. Они интересуются, не протекает ли такая крыша. Я уверяю их, что нет. Заходя внутрь, они отмечают разницу температур внутри и снаружи дома. Если жарко снаружи, внутри прохладно. Они понимают, что это сохранение традиций нашего народа и вдобавок здоровый образ жизни, подобный тому, который вели наши предки. Владелец туристического агрокомплекса в селе Бутучень района Архей Анатол Батнару говорит, что намеревался придать большей части сельских домов традиционный облик и покрыть их камышом, но не смог найти специалистов, способных качественно выполнить эту работу. Оказалось огромной проблемой найти специалистов. Вероятно, спрос на таких мастеров очень невысок. Нет заказов, которые могли бы способствовать росту числа специалистов такого плана. Мне хотелось воссоздать былой облик села Бутучень, покрыть дома камышом. Но это оказалось довольно проблематично, и я решил заменить камыш гонтом. Я видел такую кровлю даже в монастыре. Гонт изготавливается из дерева. Это экологически чистый материал, он отлично смотрится. К тому же служит довольно долго. Не сгнивает через пару лет, но все же мне бы очень хотелось, чтобы в селе появились камышовые крыши. Во всем мире камыш считается огромной роскошью. Я изучал этот вопрос и знаю, что в Европе дома покрывают камышом, который завозят из Турции и Румынии. И все же предпринимателю удалось установить импровизированную камышовую крышу, наполнившую прохладой и ароматом ресторан туркомплекса, только не снаружи, а внутри. И если в Румынии и Венгрии камыш, в особенности тот, что произрастает в дельте Дуная, скашивают и используют в качестве экологического стройматериала уже в течение 10 лет, в Республике Молдова такой бизнес едва начал зарождаться. Фирма из села Паланка района Штефанводы производит в том числе и термоизоляционные матрасы. Директор фирмы утверждает, что камышовая крыша может прослужить примерно 60 лет. 1 квадратный метр такого покрытия стоит 200 леев. При этом инвестиции через некоторое время окупаются за счет снижения расходов на тепло. К тому же камыш – это экологически чистый материал. Почему я выбрал именно камыш? Потому что для этого растения характерен быстрый рост. Его скашивают зимой в холода, а уже к следующему сезону покоса он вырастает до прежних размеров. Чем чаще его косят, тем лучше он растет и тем скорее восстанавливается. Учитывая вышесказанное, а также тот факт, что наши деды и прадеды применяли камыш для растопки и обогрева, а также в качестве строительного материала, можно утверждать, что камыш – это наше национальное растение, которое издревле постоянно использовалось нашими предками. На предприятии из Паланки вначале изготавливали из камыша брикеты, которые продавали бытовым потребителям. Такие брикеты при сгорании дают больше тепла, чем остальные виды биотоплива. Производители убеждены, что полномерное использование потенциала, заложенного в этом растении, способно снизить зависимость Республики Молдова от импорта горючих и строительных материалов.